о чем бренчит, чему нас учит, зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей, как ветер песнь его свободна, зато как ветер и бесплодна. Какая польза нам от ней? Для России автор десятка детских книг Светлана Васильевна Вьюгина. Заместитель министра, который работает с русским языком, который носит имя Александра Сергеевича Пушкина. А русский язык является государственным. Сегодня настоящий праздник по всей стране, в возложении венков, цветов, читают стихи, делают по цепочке. Это праздник, да. И ваши впечатления в Якутии? Я в Якутии уже несколько раз, и мне очень нравится, у вас очень чистый город. И я была на Лесских столбах в прошлый раз, в этот раз поеду. Просто у вас сокровище, природная сокровищница. И мне нравятся очень доброжелательные люди. Я думаю, здесь читают, что очень воспитанные, доброжелательные люди и молодежь. Если говорить о сценическом образе, то, конечно, это первый мой образ. Я никогда костюм Пушкина на себя не одевал, наверное, молод, потому что играл много в его произведениях, чему несказанно рад. Потому что Пушкин родоначальник современного русского слова, современного русского литературного языка. Вот так, наверное, правильнее. Я его просто с детства, его образ стоит передо мной. Я советский ребенок, наряду как с портретом Леонида Ильича Брежнева, всегда в детском садике висел передо мной портрет Пушкина. И в школе он меня всегда тоже сопровождал. Поэтому Пушкин, наше все, он всегда был со мной. И сейчас, в данный момент, тоже со мной. Каждый год, именно в это число, в день рождения Пушкина, к нам уже мы не объявляем, уже ничего не говорим, люди просто знают, каждый год приходят к памятнику Пушкина, чтобы почитать стихи, послушать, как читают другие, возложить цветы, отдать дань уважения к великому поэту, который, кстати, знал о Якутии, потому что один из его родственников был один из чиновников, который работал в нашем городе. Поэтому он знал не понаслышке о нашем городе. Наверное, в переписке что-то там упоминалось. Я не знаю, но думаю, что наверняка он более подробно знал о нашем городе. Поэтому где-то нам близок, на самом деле.